Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Посмотрите, какая красота. А утро доброе-доброе. Идет снег, медленный-медленный. А снега у нас в этом году очень даже много. Еще ведь есть февраль, март. В марте вообще снега может быть много, очень даже. Мартовские бураны, они очень сильные. Проехал трактор, сделал работу мальчиком. Вот здесь надо будет опять копать. Вот следы моих внуков. Снега очень даже много. Но это, конечно, хорошо. Урожая много будет, влаги будет много. На улице тепло. Вчера был 0 днем. А сегодня даже не посмотрела. Наверное, где-то минус 2-3 градуса. Может быть 3-4. Ну, очень-очень тепло. Посмотрите, сколько снега у нас. Вот если отсюда еще снег сюда упадет, вовсю закроет мою дорогу. Мои парни придут из школы. Все выкопают. Очень даже тепло. И снег красота. И здесь тоже вон все. Дорогу закрыл снег. Моим парням есть работа. А вот звезда Ютуба. Я им дала овес. Они овес кушают. Зятек наш гостит у нас пока. Еще неизвестно, приплод у нас будет или нет. Что будет, то будет. Пусть покушают они. А здесь Бонни. Что-то хочет, прячется. Что-то ищет. Бонни, тебе не скучно? Сено кушает. Привет, мой хороший. Это декоративный кролик. Я не знаю, какой породы. Уже несколько лет тому назад купили Салават с Юлией дочерям. Что-то им быстро надоело, но в двухкомнатной квартире и держать невозможно, конечно. Запах от них идет. Поэтому Бонни живет у меня в сарае. А здесь наши курочки. Я им стелю сюда сено, и они швыряют. Мне начали яйцо нести уже. Но пока мало. 3-4 яйца в день я пока беру. Только начинают они нестись. Отдыхали 2 месяца. Теперь начинают потихоньку нестись. У меня 15 кур и 2 петуха. Галашейки тоже живут. Но у меня их мало. Потому что в основном были петухи.
Но мне нравятся лучше такие простые курицы, чем голошейки. Я почему-то их жалею. Ну, они не замерзали. Правильно сказали мои подписчики. Спасибо вам, что они выживают. Ну, они не мерзнут. Перезимуют. Зиму нормально. Да, действительно так. Как им нравится швырять сено. Что-то они кушают, ищут. А петух охраняет их. А ты че язык показываешь? А тебе не стыдно? А? Тебе не стыдно язык показывать? Ах ты, хулиганка моя. Наблюдает, интересно. За курами наблюдаешь, да? У тебя вон жених есть, иди. Понимает. Молодец. Пока взяла только одно яйцо. Яйцо какое-то мелкое. Наверное, снесла молодая курица. Ну и то спасибо. Посмотрите, мои хорошие, как идет снег. Красота. Все тихо. Ветра нет. А вот моя рассада петунии. Что-то они у меня слабоваты. Некоторые вон падают. Не знаю, что случилось. Я Розе позвонила, показала. Она мне сказала причину такую. Или, говорит, не проветривала, или, говорит, резко открыла надолго. Вот вся причина. Ну ладно, сколько вырастет, столько вырастет. Куплю у Артура. У Артура будет хорошая рассада. Ничего страшного. Если вот эти вырастут, даже мне хватит. Много петунии сажать не буду. Хочу посадить другие цветы. Вы удивляетесь, наверное, у меня голос какой-то грубый. Я давно уже простыла, но у меня никак не проходит кашель. Поэтому у меня голос какой-то мужской. Еще я привезла из деревни молозиво. Вот такую 3-литровую банку. Я один раз сварила, мы уже съели. Теперь хочу повторно сварить. Для этого я беру яйцо. 2 яйца. Можно 3, можно 4. Немножко кладу соли. В прошлом году я когда варила молозиво, многие подписчики мне сказали, что мы сладкое молозиво делаем. Но у кого какой вкус, еще кто привык, как готовить, кому как нравится. Но сладкое я тоже попробовала. Сладкое молозиво в прошлом году мне как-то непривычно. А так у меня напоминает молозиво омлет привкусом сыра. Нам нравится. Можно туда же класть лук репчатый, нарезав на мелкие кусочки. Но нам нравится вот так. Все это перемешала вот хорошенько. Теперь вливаю сюда молозиво. Тоже хорошенько перемешиваю заново.
Вот и все. У меня есть сковородка вот такая керамическая. Уже сколько лет пользуюсь. Даже не могу сказать, сколько лет. Там я и пирог пеку, что-то тушу, что-то жарю. Ну, не на открытом огне, конечно. В духовке. Вот у нас молозиво. И поставлю я сейчас духовку. Духовка, вы знаете, у меня электрическая Оберхоф. Очень удобная духовка. Мне нравится. Я делаю здесь буквально все. И пеку, и тушу, и жарю. Очень удобно. Сейчас я поставлю на 30 минут. Конечно, я поставлю программу выпечка. Сейчас я поставила при температуре 180 градусов выпечка 30 минут. А я могу дальше делать свои дела. Ничего интересного снимать не могу, потому что ничего интересного нету. Живем, зимуем, слава Всевышнему, все у нас хорошо. Все живы, здоровы. Конечно, потеряли сестру в ноябре. Очень, конечно, было тяжело. Еще пока даже не верится, что ее нету. Но держимся. У сестры младшего сына, племянника Ришата, юбилей справляли, 55 лет. Конечно, там и радовались, и плакали, что сестра не дожила до 55-летия своего младшего сына. Но ничего не поделаешь, сколько Бог нам дал, столько и проживем. Самое главное, пусть спит сестра спокойно. Еще я заказала портрет. У меня есть самая любимая фотография, где я с мальчиками своими. Вот с такими малышами. Посмотрите, какая красота. Какие они у меня нежные. Очень хочется их взять на руки и потискать немножко. Вот какая красота, мои мальчики. И здесь я была немножко помоложе, на 10 лет. Мне сейчас 63, а здесь мне было 53. Вот посмотрите, какая разница. Это около вороты, где я сажаю цветы. Фотографировала нас когда-то Роза. Она очень красиво фотографировала нас. У нее буквально все получается, за что бы она ни бралась. Вот мои маленькие, посмотрите, какие хорошенькие. Вот маленький, холесенький. И вот какой взгляд у них. Ну вот, думаю, это пусть останется на память. Этот портрет на холсте. Это, конечно, не реклама, просто я хочу вам показывать. Помните, я вам когда-то показывала фотографию, сделала себя. Вот такую фотографию сделала. Мне качество понравилось. Это было, по-моему, пару лет тому назад. И захотелось мне еще с своими мальчиками. Скоро, наверное, я посажу перец. Сладкий перец. У меня и горький перец есть. Семена уже на днях надо, наверное, думаю, посадить. А томаты я посажу где-то в марте. Что-то мне не нравится рассада петунии. Но я и не расстраиваюсь. Значит, так надо. Не будем расстраиваться на разные мелочи. На мелочи жизни. Надо жить позитивно. Радоваться, что мы живы, все здоровые. Что внуки, внучки, дети нас радуются, что они живы, здоровы. Что мы сами тоже можем что-то делать, двигаться, помогать всем.
Процесс идет. Все хорошо. Время осталось 18,5 до готовности. Вот 180 градусов. Все хорошо. Будем ждать. Все, наше молозиво готово. Пока, конечно, горячее. Но я хочу вам показать. Айдите, мои хорошие, угощайтесь с нами. Прямо пар идет. Посмотрите, мои хорошие, какая вкуснятина. Вот. Смотрите. Пар идет прямо. Красота. Очень даже вкусно. Очень даже вкусно. Молозиво сытное. Там много витаминов. Немножко покушаешь, и больше не хочется. Сегодня я снимала хоть короткий ролик. Хотелось мне сказать, что с нами все хорошо. Того же желаем и вам. На этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.